Здравствуйте! С вами телепрограмма «Точка взаимодействия» и журналист Олег Желнин. Мы продолжаем тему городских округов столицы Якутии. И мы опять посетили управу строительного округа города Якутска Андрея Владимировича Петрова. Я хотел бы напомнить, что в прошлом году на сессии Якутской городской думы принят достойный бюджет, благодаря которому мы смогли осуществлять хозяйственную свою деятельность. И нами было вывезено больше 56 тысяч кубических метров снега в этом году. Очистка была, жители очень были довольны, что в целом нам не дало, как говорится, сделать затопление каких-либо территорий. Также работали с населением, они сами вывозили снег, 6,5 тысяч мы выдали талонов кубических метров для того, чтобы они, как говорится, сами вывозили уже. Хотелось бы также отметить, что мы с пропуском талых вод тоже очень довольно-таки хорошо поработали. У нас были подрядчики, все законтрактовано. Сейчас на сегодняшний день откачано, воды у нас больше 17 тысяч кубических метров. Жители в этот раз увидали, что 17-й квартал, бывает иногда, что весной оказывается сухой, по нему можно свободно передвигаться. Ну и самое главное, сейчас подготовка у нас идет Дети Азии активно. Значит, в ближайшее время мы будем проводить ямочный ремонт тротуаров. Сейчас у нас начинается этап благоустройства, это уборка санитарных точек. Активная уборка идет, подключаем, субботники проводим. Причем к нам приезжает и молодежь, на 17-й квартал приезжала, с ВФУ помогала нам убираться. Жители сами, активисты выходят, депутаты помогают убираться. Я нахожусь в 16-м квартале, и здесь происходит, так скажем, торжественный субботник с культурной программой. Есть надежда в сердце у меня, выбери меня, птица счастья. Мы рады приветствовать всех на субботнике в 16-м квартале строительного округа, целью которого является формирование осознанного бережного отношения к природе, к родному краю и к нашему городу. Ура! Ходим по строительному округу, смотрим, где непорядок, идем помогаем. Головой, да, у нас работа очень хорошо идет. Работа пошла на лад. Нас жители слышат, и даже в вечернее время. Это радует нас. Управляющий, жители должны друг друга знать. Да? Соседи, да. Труд объединяет. Для своего двора почему нет? Вообще надо было это осенью убрать, когда листья выпали. Сейчас бы меньше пришлось делать. Ну, конечно, субботники очень сильно влияют на взаимодействие с жильцами, с управляющими компаниями. То, что Андрей Владимирович даже, он очень тоже плотно работает с управляющими компаниями. И сюда их приглашают, чтобы они поучаствовали. Тем самым можно все равно увидеть их работу, да, где-то какие-то проблемные моменты сразу обозначить вокруг домов, об этом сообщить, чтобы взяли в оперативное исправление каких-то ошибок, да, все это, да, это приносит пользу. Я вышла прям с очень хорошим настроением, хочется, чтобы у нас было чисто. Мы здесь живем, это наш дом. Мы все должны понимать, что это наш дом, не только наша квартира, да, которую мы должны убирать, но и когда мы выходим из своей квартиры, у нас все-таки квартал очень хороший, очень светлый, теплый. И давайте сделаем его красивым. От нас много зависит, от нас самих жильцов. У нас должна быть у самих такая позиция, что нам хочется, чтобы мы жили чисто, хорошо. Ну, не знаю, надеюсь, что будет лучше. И самое главное, то, что сегодня по результатам субботника победители домов, то есть те, которые сегодня уборку производили, команда собрала 35 мешков мусора. Это очень большое довольно-таки количество. И также был отдельный приз выделенный. Мужчина, который с этого квартала 16-го, он собрал 14 кулей, один сам в одного. И он доказал, для себя этот рекорд поставил. Сейчас, мне кажется, на следующий раз, когда мы будем проводить такие субботники, хотелось бы, чтобы жители, которые в дальнейшем будут принимать участие, они все-таки эти рекорды побили. Уже стало традицией, что главы управ городского округа город Якутск поздравляют выпускников школ с окончанием школы. И сегодня прозвучали последние звонки. И глава строительного
округа не остался в стороне. Окончился год, он очень быстро пролетел. Сегодня я хочу выразить вам слово благодарности от имени Евгения Николаевича Григорьева, главы городского округа города Якутск, и от себя лично. Грамотами награждается за хорошую учебу, активное участие в общественной жизни нашего города Агеев Владимир Владимирович. Такой же грамотой награждается Дроздов Михаил Сергеевич. Агеев Виталий Сергеевич. Мухторова Айгиной Улбек Кыжи. Жирковой Галине Васильевне. Мельниковой Дарье Юрьевне. Заярнову Павлу Дмитриевичу. Дорогие выпускники, удачи и, как говорят, ни пуха, ни пера. В этих стенах вы успели очень многое узнать. Мы желаем вам ответить все экзамены на 5. Спасибо, школа! Глава строительного округа Андрей Владимирович Петров поделился одной из самых замечательных новостей для жителей этого округа. И эта новость касается граждан, которые живут в аварийных и ветхих домах строительного округа города Якутска. Буквально вчера, значит, у нас прошла встреча с группой компании АРТ, то есть агентство по развитию территорий городского округа город Якутск. То есть это государственная организация. Они представили, то есть, проект жилой застройки микрорайона, в который попадает как раз квартала 43, 45, 47 и 145 квартала. Вот. Очень радует то, что этот проект будет реализовываться в течение 10 лет, но с этой осени уже, то есть, на соединении Жарницкого и Клары Цеткина там начнется строительство детского сада на 240 мест. В принципе, там на завершающей стадии по изыскательным работам, то есть, находится, то есть, и там уже начнется, то есть, строительство. Также, то есть, у нас планируется здесь строительство школы в рамках, то есть, вот этого КРТ. Я так предполагаю, что, скорее всего, это как раз того, чего не хватает 16-й школе по количеству, то есть, учащихся, которые там же учатся. Вот. И я думаю, скорее всего, это место в рамках, получается, вот это комплексного развития территории, то есть, все-таки нашли, оно очень довольно-таки удачное, неподалеку как раз находится от 16-й школы. Жители, те, которые, как говорится, начнут переселяться, то есть с этого квартала, они никуда уезжать не будут. Понятно, как говорится, те, которые муниципальные квартиры, то есть квартира на квартиру, у тех, которые в собственности есть, у них будет несколько вариантов, как всегда, то есть это либо квартиру, либо денежными средствами они будут получать, но предложено им будет именно, то есть, остаться здесь в округе, как говорится, на новых построенных домах, которые, ну, как говорится, тоже в этом году начинаются уже строиться компанией АРТ, и можно будет туда, то есть, в эти дома переселяться. Но здесь хотелось бы отметить то, что уже, значит, у нас проходит работа дня, она уже началась. То есть уже идет расклейка объявлений о том, что будут проводиться в ближайшее время встречи с жителями, где мы, в принципе, как раз будем с ними обсуждать по поводу их там переселения, расселения, то есть вопросы, как первичные документы собираются. Для меня это на самом деле, то есть новость была как... Я ее воспринял очень на ура, потому что наконец-то эти люди, ну, как говорится, получат, то есть, достойное, хорошее жилье, а не в том, в котором сейчас они живут. Ну и, по крайней мере, наш округ начнет избавляться от этих проблем, которые мы говорим о том, что постоянно борьба там у нас со снегом, борьба с затоплениями, с благоустройством. Он наконец-то станет, то есть, походить на большую хорошую стройку, на застройку, получается, самого квартала и микрорайон спортивный, который будет, и вот этот жилой район, который будет застраиваться АРТ.
Это в совокупе, то есть добавит нам большое количество жителей. 18 мая является Международным днем музеев. Мы поздравляем всех работников музеев Республики Саха-Якутия и Российской Федерации. И в особенности директора исторического парка «Россия. Моя история» в Республике Саха-Якутия Дмитрия Ивановича Соловьева, присвоением ему звания «Отличник культуры Республики Саха-Якутия». Для себя лично осознаю, что есть то, что у нас никогда весь мир и людей всего мира не разделили. Это культура. И поэтому сегодня, Международный день музеев, мы говорим вам слова благодарности за то, что вы это сохраняете, за то, что вы умеете это преподносить людям. Это очень важно. Специалисту по экспозиционной и выставочной деятельности автономного учреждения Республики Саха-Якутия музейный комплекс «Моя история». Я вас поздравляю не только в этот день, 18 мая, чтобы отмечали и говорили теплые слова в ваш адрес, но и каждый день было очень много благодарных воспитателей, очень много было благодарных людей, которые вам дают дань уважения за то прекрасное, которое вы умеете для нас сохранить. Спасибо большое. Сотни людей у нас работает, и мы находим средства, и будем находить для того, чтобы музеи работали каждый день. Работали плодотворные люди, которые там работали, имели все возможности для того, чтобы творить вот это дело. Почетной грамотой Постоянного комитета Государственного собрания ИЛТУН Габышева Айсена Сергеевича, методиста по научно-просветительской деятельности автономного учреждения Республики Саха-Якутия, музейный комплекс «Моя история». Директора автономного учреждения Республики Саха-Якутия, музейный комплекс «Моя история». Внимание, на счет 3. Раз, два, три. С вами была телепрограмма «Точка взаимодействия». До скорых встреч!